Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Путь ухабистый и сложный. На строительство и ремонт дорог в республику направят 3 миллиарда федеральных средств. Центр жизни поселка. Школа-сад в поселке Кангаласы прошла государственную приемку. Расскажем об этом более подробно. Взаимные гастроли и обмен произведениями искусства. В республике запланированы культурные мероприятия в честь столетия Якутии. Сегодня, 21 декабря, уроки в школах Якутска приостановлены для всех учащихся. В связи с морозами актированный день объявлен для первых 11 классов. Занятия будут проводиться дистанционно. По информации дежурного синоптика, температура в аэропорту Якутска составила минус 48 градусов, ветер 2 метра в секунду. Правительство Российской Федерации выделило регионам еще 100 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог в ближайшие 2 года. Из них почти 3 миллиарда направят в республику. Средства можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Председатель правительства страны отметил, что таким образом будут приведены в нормативное состояние около 3000 километров автомобильных дорог, а также реализованы 2 десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок. В период установления низких температур ресурсоснабжающие предприятия должны приостановить плановые ограничения коммунальных ресурсов. Такое поручение озвучил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов на еженедельной планерке с отраслевыми предприятиями и организациями. Также в связи с произошедшим отключением электроснабжения в центральных районах Якутии Емельянов поручил взять на контроль работу резервных источников питания на объектах генерации, провести ревизию и проверку их работоспособности. По факту технологического нарушения на кабельной воздушной линии Майя-Чурапча работает комиссия по расследованию причин отключения. Ну а в детских садах ленских сел в 2022 году откроют новые кружки. Учреждение дополнительного образования СРГ планирует включить их в программу сетевого взаимодействия. Сегодня в городе по ней занимаются бесплатно более 500 дошкольников. В чем плюсы этой программы, расскажем в следующем сюжете. Ручки на поясе. Приготовились, на носочки встать. И наша Таня громко плачет. Воспитанники теремка не плачут, а вот стихи «Огни борту» и танцевальные движения учат. Игры – лучший способ освоить что угодно, считает Дарья Березовская. Для педагога доп. Образования это первая группа дошколят, где вместо ритмики – танцы. Кружок ведут по программе сетевого взаимодействия учреждений доп. Образования с садами. Здесь посещение отличается от посещения в СРГ. То есть там дети обязательно приходят на кружки. Это как их, наверное, обязанность какая-то идет. Они приучены уже к этому, воспитаны. А здесь дети, если по какой-либо причине не могут прийти в сад, то, соответственно, они не смогут прийти на занятия. Наверное, большой плюс работы в садах, что мы можем охватить тех детей, у которых нет возможности там, даже просто отдаленные районы города взять, не могут приезжать к нам в СРГ. Программу запустили в 2019 году. Сегодня сетевым взаимодействием охвачены одна школа и все сады Ленска. Кроме хореографии, детям преподают робототехнику, шахматы, театральное искусство, английский язык и экологическое воспитание. Бесплатно занимаются более 500 дошкольников средней и подготовительных групп. У нас есть преемственность. Педагог ведет, например, хореографию в детском саду «Теремок». Детки ходят до школьного возраста и потом сразу после выпуска с детского сада начинают заниматься здесь, в здании Дворца культуры и юности, уже в группе постарше возрастом. Родители по желанию сами пишут заявление, заполняют документы, анкеты на согласие, и мы начинаем заниматься. В следующем году программа затронет районы и поселения. В планах Нюйский, Ортонахаринский, Наследие и село Бичинча. В последнем уроке проведет педагог из Ленска. Какие именно кружки ведут, еще неизвестно. Все зависит от квалификации педагогических кадров в поселениях. Юлия Золотарева, Олег Соснин, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Ну а школу-сад в поселке Кангаласы сдадут уже на следующей неделе. Государственная приемка объекта состоялась. Что решила комиссия и какие работы еще впереди, в материале Дмитрия Тымырова.
Более 5000 квадратных метров, 2 этажа. Теперь это современное здание объекта образования, который объединит школу и сад. Уже буквально со следующего года здесь будут обучаться юные конголасцы. В целом в школе будет обучаться 175 учащихся и 100 детей садиковского возраста. Объект полностью возведен. Как отметили подрядчики, остались только мелкие работы, которые завершат уже до конца этой недели. Остались немножко слаботочники, будут работать. Дизайнеры пока вот чуть-чуть осталось закончить до 27-го. Ну и мелочи, немножко по электрике. Все кабинеты и классы полностью оборудованы современной техникой. Осталось собрать парты и часть офисной мебели, что тоже будет сделано на этой неделе. Сегодня классы в основном готовы для эксплуатации. Подходит мебель. На этой неделе будем собирать мебель. Технические вопросы будут еще обсуждены на этой неделе. Что касается старого здания школы, то, по словам мэра города Якутска, его оформят как многофункциональный центр. Будут реализованы проекты многофункционального центра в здании бывшей школы, где под одной крышей мы объединим и администрацию, и учреждения культуры социальной, аптеку, отделение банка, чтобы населению было удобно. Так, это место обещает стать центром жизни всего поселка. Ну а официальный объект должны сдать 27 декабря. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Конголассы. Врачей, пожарных, коммунальщиков, предпринимателей и просто самых активных горожан чествовали в Мирном. По итогам года 40 человек получили от главы алмазной столицы грамоты, благодарственные письма и золотые значки. Мэр Мирного Клим Антонов подчеркнул, не стоит забывать заслуги медиков, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Нелегким год стал и для сотрудников МЧС. Пожарные и добровольцы рисковали жизнью, спасая якутскую тайгу от огненной стихии. Лучшие волонтеры также были отмечены благодарственными письмами и наградами. Данную премию я получил за то, что бескорыстно помогаю людям. И тем самым я хочу преподать пример, чтобы больше людей вступали в ряды волонтеров и помогали другим. В Алдане, наконец, решен вопрос с врачом-офтальмологом. Напомним, специалиста в районе не было в течение 2 лет. Теперь окулист будет вести прием на постоянной основе, рассказывает Татьяна Вахнина. Посещать врача-окулиста нужно регулярно, убеждена жительница Алдана Адриана Балдонова. Это позволит заметить признаки начинающихся заболеваний и своевременно принять меры. Не реже 1 раза в год нужно проверять и зрение. Я обследовалась у офтальмолога, мне очень понравилось. Очень рада, что в Алдане появился врач. Филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы на базе Алданской ЦРБ открылся в марте. Ежемесячно в Алдан командировались специалисты из Якутска. Теперь в городской поликлинике врач-офтальмолог ведет прием на постоянной основе. Это те просьбы, которые мы получали постоянно, когда я посещал столицу Южной Якутии, Золотоносной Якутии. Вот эта проблема была решена благодаря взаимодействию именно центральной районной больницы, нашей клинической больницы и представителями общественности. В городской поликлинике врач-офтальмолог Евгения Бадмаевна Дамдинова оказывает помощь как взрослым, так и детям. В перспективе будут организованы выезды в города и поселки района. Помимо плановой, специалист станет оказывать экстренную помощь. Надеемся, что качество медицинской помощи в плане офтальмологической службы у нас значительно улучшится. Будем работать в плане оказания плановой медицинской помощи, ну и экстренной медицинской помощи. Очень довольна и рада, что наконец-то у нас появился окулист на постоянной основе. Необходимость организации офтальмологической службы в Алдане назрела давно. Хронические заболевания, травмы, прогрессирующие недуги, требующие постоянного наблюдения или оперативного вмешательства, глазные болезни, особенно среди представителей зрелого поколения, не редкость. Проблемы встречаются и у граждан молодого возраста, в частности, прогрессирующая близорукость. Мы неоднократно встречались с Иваном Петровичем Луцканым, организовывали еще осенью встречи, поднимали на поверхность этот вопрос. И благодаря совместной слаженной работе ЦРБ, администрации района, Республиканской офтальмологической больницы этот вопрос на сегодня решен.
Алданский стал одним из структурных подразделений Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Аналогичные филиалы образованы в ряде районов. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Тем временем глава Якутии рассказал, что в преддверии столетия якутской автономии в регионе подготовили предложение в долгосрочный план развития на следующие 100 лет. Напомним, что с мая по декабрь обсуждения прошли во всех районах. Участие приняли свыше 1000 якутян из разных сфер, которые предложили более 130 проектов и инициатив для будущего республики. И в Москве покажут оперу по мотивам Аланхо в честь столетия Якутии. Спектакль будет показан в декабре 2022 года на сцене Большого театра в Москве. Более того, в год столетия в будущем году запланированы мероприятия как в республике, так и за ее пределами. Так, в следующем году в Якутск с большими гастролями приедет Александринский театр. Весной в Национальном художественном музее свыше 50 произведений искусства представит Третьяковская галерея. Как подчеркнул глава региона, это только малая доля тех событий, которые состоятся в рамках столетия республики. Кинокомпания «Яндекс» представила короткометражный документальный фильм о создании онлайн-переводчика с якутского языка. Сахат Тыла «Как научить машину понимать якутский» рассказывает о масштабном проекте, который запустил якутянин Алексей Иванов в 2017 году, когда «Яндекс-переводчик» начинал работать с языками всех народов России. Тогда якутянин вместе с несколькими нанятыми на свои деньги специалистами начал создавать базу для запуска проекта. Он перевел 100 тысяч предложений с русского языка на якутский. Именно на основе этого материала программисты Яндекса в ноябре 2019 года приступили к работе над якутской версией онлайн-переводчика. Через месяц специалистам понадобился больший объем ресурсов. Тогда в ход пустили идею мультиязыковых моделей. Данная система самообучается, находя слова в родственных языках. И сказал, что вот эти ваши все языки. Совет Федерации поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов. По его словам, в случае положительного решения Нижней палаты парламента по этому вопросу Совет Федерации успел бы одобрить закон о дополнительном выходном до конца текущего года. По словам Абрамова, согласно текущему законодательству, администрации субъектов Федерации имеют право объявлять 31 декабря выходным днем на своем уровне. Отметим, ранее первый зампред Комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко высказал мнение, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем на постоянной основе, так как россиянам нужно подготовиться ко встрече Нового года. На этом пока вся информация о развитии событий смотрите в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.